В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в республике. Глава СН Николаев подписал указ в связи с переходом лесных пожаров на территорию населенных пунктов. В Якутск прибыла военная техника сводного инженерного отряда Минобороны России. Ее привлекут к тушению лесных пожаров в Якутии. Врачи-офтальмологи отметили свой профессиональный праздник. Как проходят рабочие будни в Якутской республиканской офтальмологии. Количество резидентов технопарка Нерингри, специализирующихся на разработке инновационных проектов, растет с каждым годом. Наши коллеги встретились с одним из них. Международный день коренных народов мира отмечают сегодня. В Якутске открылась выставка народных мастериц республики. Режим ЧС регионального характера ввели в Якутии. Он позволит максимально оперативно реагировать на вызовы стихии. Напомним, что 23 июня этого года был подписан указ о режиме чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Он позволил республике привлечь на тушение силы Федерального резерва, пожарных десантников из других регионов страны и воздушные суда МЧС, Министерства обороны России и военную технику. Накануне глава Якутии подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бяскюэль, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств. Так, в селе Бяскюэль уже начали расчистку территории. Сегодня там работала правительственная комиссия. Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Бердников на месте провел выездное совещание с членами оперативного штаба по ликвидации последствий пожара, встретился с сельчанами, обсудил с ними дальнейшее восстановление пострадавшего в огне микрорайона. Зампред подчеркнул, что сейчас самое главное – это подготовка стройматериалов. Житель села Бяскюэль Илья Аввакумов, потерявший в огне дом, коровник и все имущество, поделился своим мнением от встречи. Была встреча с правительством. Они приехали, как будем строить, что будем строить, когда будем восстанавливать, какие дома будем строить. Ну, пока будем строить, сказали, дома из МХМ, там новые технологии, это Алмаз компания там делает дома, типа там дома из доски, там, ну, новая технология германская, сказали там. Пока это строить, сказали, восстанавливать будем в кратчайшие сроки. Мы очень верим им. Илдархан им указание дал, чтобы быстро восстановили. Ну, мы надеемся, что будут строить новые дома, теплые, качественные. Они нам обещали так сделать. В Якутск прибыла военная техника сводной инженерной роты Минобороны России, которая будет задействована для борьбы с лесными пожарами на территории республики. Всего в регион направлено 17 единиц техники, 10 бронетранспортеров, 3 Урала, 2 КАМАЗа, 2 путепрокладчика, БАТ-М, а также 128 человек личного состава из военных частей Хабаровского края. Отмечу, что техника прибыла в Нижний Бестях минувшим вечером. Сначала ее отправят в Намский район для усиления работы и тушения пожара на территории Тастахского наслега, а затем в Горный район. Прибыло 120 человек, 17 единиц техники, 10 МТОБ, 2 БАДа, 3 КАМАЗа, 2 Урала. В Нижнем Бестяхе ехали 3 дня эшелоном. Вот, техника прибыла. Остальной личный состав на 2 самолетах прибыли 4 дня назад. Мы встретили, загрузили, вот, сейчас передвигаемся к месту дислокации. Ждем весь личный состав и передвигаемся в районы. Перейдем к эпидобстановке. За сутки в республике зарегистрировано 136 новых случаев COVID-19. Из них 68 в Якутске, в Алданском районе 16, в Мирнинском 11, в Нерюнгринском 10, в Ленском районе 4 случая. В Вилюйском, Мегино-Кангаласском и Хангаласском улусах по 3 заболевших. Еще в 12 районах от 1 до 2 случаев заражения. Заместитель руководителя оперштаба Ольга Балабкина обратилась к
волонтерам и людям, желающим помочь в тушении лесных пожаров в Якутии, и призвала их вакцинироваться, чтобы обезопасить как себя, так и жителей районов, куда они поедут. Также она напомнила, что 15 августа крайний срок вакцинации для граждан, для которых она по постановлению Роспотребнадзора является обязательной. На территории республики уже поступило 307 055 доз вакцины. На настоящий момент есть доступны без дефицита вакцина «Спутник», ВИ и «Спутник Лайф» практически в каждом муниципальном образовании. Значит, исходя из транспортной логистики, есть ряд районов, в которые она еще не доставлена. Там мы приглашаем наши поликлиники для записи. И тем не менее хочу обратить ваше внимание, что сегодня у нас 91,2% от общего объема вакцины использовано. Соответственно, речь идет о том, что сегодня вакцина в республике есть. Приглашаем вас на вакцинальные пункты. Накануне врачи-офтальмологи всего мира отметили свой профессиональный праздник. Ежегодно в Якутии порядка 3000 благодарных пациентов оказываются в руках глазных врачей. А тех, кто ежедневно исцеляет зеркало души, в материале Петра Васильева. На операционных столах пациенты, которые практически ничего не видят. Виной этому грозное заболевание – катаракта. Именно на эту болезнь приходится львиная доля всех операционных вмешательств в якутской республиканской офтальмологии. За год с этим диагнозом обращаются порядка 1000 пациентов. У нас каждый день госпитализируется практически 30 пациентов и более. Вот. Ну и также идет достаточно очень большая интенсивная работа, очень интенсивный поток. То есть мы много выписываем. Очень хороший хирургический состав. Можно сказать, у нас работает самая настоящая команда. Благодаря высочайшему профессионализму врачей здесь также развиваются стационарозамещающие технологии. Операции по удалению катаракты выполняют в условиях дневного стационара. Прооперированный пациент может вернуться домой в этот же день. Помимо этого, в последние годы республиканская офтальмология своевременно оказывает необходимую помощь пациентам, находящимся в районах, открывая все больше своих филиалов. Сегодня таких в республике 7. У нас есть постоянный врач-офтальмолог Розалия Андреевна. По оснащению у нас тут есть все необходимое. И дополнительно еще есть у нас аппарат оптический когерентный томограф. Филиал работает с 2016 года. Прием ведут 2 врача, 2 медсестры. Принимаем больных, осматриваем, ведем прием. Большой упор врачи делают и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Витреоретинальная хирургия глаза, осложненные случаи катаракты, пересадка роговицы. В глазной больнице выполняются практически все виды офтальмохирургического лечения. Исключение составляют только онкологические заболевания глаз. На сегодня, например, существует оптический когерентный томограф, который приобрела наша больница, который мы думаем, надеемся, у нас получится использовать на выезде. То есть это мы будем приезжать его там, немного монтировать, но все равно придется его собирать. Я знаю, такого режима работы по России нет, чтобы приезжали с томографом и делали. Если у нас это получится, мы будем в этом плане первыми. Сегодня потерю зрения при большинстве заболеваний глаз можно предотвратить. Для этого необходимо выявить его на ранних стадиях. Как отмечают специалисты, для выздоровления важен и настрой самого пациента, и тех, кто помогает ему справиться с недугом. А если все это подкрепить правильным питанием и регулярными физическими нагрузками, то на окружающий мир люди с проблемным зрением посмотрят уже другими, здоровыми глазами. Петр Васильев, Павел Пахомов, Якутск. Соглашение о сотрудничестве подписали лидеры общественных организаций республики. Это Центр по работе с волонтерами республики, Якутское отделение «Российские студенческие отряды», а также Молодежный совет Федерации профсоюзов республики. Подписание прошло в рамках открытия штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Так, по словам руководителя штаба Светланы Чусовской, соглашение с общественными организациями позволит эффективно и быстро выявлять запросы граждан. Кроме того, оно предполагает приоритетное рассмотрение предложений организации и дополнительные возможности для взаимодействия с депутатами всех уровней.
Волонтерский наш центр работает по многим направлениям и, соответственно, будет помогать информационному сопровождению. Ну и работа, вообще есть различные направления по помощи пожилым, которые тоже совместно с «Единой Россией» у нас ведется с прошлого года. Жильцы многоквартирного дома в Алдане решили многолетнюю коммунальную проблему, обратившись в Роспотребнадзор с коллективной жалобой на нарушение прав потребителей. Как развивались события, узнавал Руслан Павлов. Много лет жильцы дома номер 1 на первом квартале терпели неудобства, неприятные запахи из подвала. Все потому, что труба канализационного коллектора прохудилась, и отходы жизнедеятельности выливались прямо в подвал. Страшно тем, что вот антисанитарное состояние, вот 4-й подвал, да, у нас все время заливает. Я тут 40 лет живу. Я около 30 лет над этим бьюсь. Но, к сожалению, до сих пор у нас еще все не докончено. Но мне так объясняют, там все сгнило, там трубы менять надо, там это надо. Я понимаю, надо, но надо менять его, наверное. На протяжении тех же лет жильцы обращались в управляющую компанию, но то и все было недосуг, пока претензия не попала в Роспотребнадзор. Первоначально мы письмом обращались к главе города Алдана в управляющую компанию. Получили от них ответ, но результатов пока никаких не было дано. И после чего мы обратились в Роспотребнадзор, прокуратуру, и работа как-то началась. На нарушение прав потребителей контролирующий орган отреагировал моментально, равно как и управляющая компания, которая в короткий срок устранила проблему. Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия в Алданском районе поступило коллективное обращение жильцов дома номер 1 по улице 1 квартал город Алдан о том, что у них производится затопление сточными водами в подвальных помещениях. На сегодняшний день работы совместно с теплоэнергосервисом и управляющей компанией проведены. Затопление на сегодняшний день исключено, то есть заменены все необходимые коммуникации. Но тем не менее должностные лица управляющей компании будут привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения по части 1 статьи 635 КоАП РФ. Данная ситуация по факту доказывает, что управу на халатность всегда можно найти. При этом жаловаться нужно не главе государства, а в органы, которые контролируют ту или иную сферу жизнедеятельности на месте. На первом квартале подобная проблема существует в доме номер 4 с разницей лишь в том, что сточные воды бегут не в подвал, которого нет, а подмывают фундамент. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Благоустройство объектов проводят в Ленске. Это площадь Победы, памятник первопроходцам «Тройка» и стелла у ресторана «Лена». Они переданы для обслуживания и проведения мероприятий Центру досуга и народного творчества. Косметические работы были проведены на территории памятника первопроходцам, а на площади Победы вовсю орудует подрядная организация. Там подстригли газоны и кустарники, убрали завалившиеся деревья. В дальнейшем планируется заменить пришедшие в негодность лавочки и произвести ряд других работ. Согласно, техническому заданию будет проведен небольшой замена плиток, там, где они пришли в негодность. Главой города были изысканы спонсорские средства на ремонт площади Победы. И спонсором выступила одна нефтегазовая компания, которая присутствует у нас на территории. Но это не бюджетные средства, это спонсорская помощь. Это, будем говорить, такая результат социального партнерства. Созданный в 2013 году технопарк в Нерюнгри уверенно занял свою нишу среди предприятий района, ориентированных на создание базы для эффективного внедрения новейших технологий и научных разработок. С каждым годом растет количество резидентов учреждения, специализирующихся на разработке инновационных проектов в различных областях жизнедеятельности. Наши коллеги встретились с одним из резидентом Евгением Климюк, владельцем мастерской по дереву Нерувуд. Сегодня в филиале технопарка Якутии в городе Нерюнгри 11 резидентов и еще 2 заявки на резидентство на рассмотрении. Нужна регистрация ИП либо ООО, заполнить заявку
и заполнить паспорт проекта. Проект должен быть инновационным, либо иметь инновационную составляющую. Это не обязательно должны быть какие-то там спутники, либо какие-то нанотехнологии. Это должна быть технология, которая улучшает действующую технологию либо производство, улучшает ее, повышает качество, ускоряет время производства, либо, скажем так, оптимизирует производственный процесс. 33-летний нерюнгринец Евгений Климюк с детства мечтал строить, создавать что-то новое. После окончания школы получил строительное образование и попробовал себя на местных производствах. Но внутри все время горела идея работать независимо на самого себя. Найдя компаньонов, Евгений начал изготавливать столы со смолы и слэбов древесины. Но имеющееся помещение не позволяло заниматься этим в полном объеме с необходимым качеством. У нас здесь есть поставщики, которые поставляют нам материал, но он в сыром виде. То есть это полуфабрикат, так скажем, и нам его нужно довести до ума. Зашел в технопарк Евгений Климюк с партнером, индивидуальным предпринимателем Владимиром Столяровым, владельцем творческой мастерской «Неру Резко». Занимались изготовлением мебели из массива древесины. Для нашего производства требуется сухая древесина. И не просто высушенная там где-то на солнце или там в каких-то непонятных полевых условиях, а именно должна быть технология, чтобы сохранить вот эти свойства древесины. Проблема сушки древесины в том, что это трудозатратно и очень дорого. И сама идея это идет как решение проблемы, той, которая у нас вот в районе существует. С новой идеей производства сушильных камер для дерева с использованием альтернативных источников энергии Евгений самостоятельно становится резидентом технопарка. Вот обычный контейнер 6×2, да, он будет? Да, да. Вот здесь вот теплообменник у нас стоит. Это в разрезе, да, получается. Забор воздуха, тут вентилятор и погнал тепло и обратно. То есть методом конвекции, по да. сути. Проект перспективный, то, что он использует альтернативные источники энергии. В принципе, с сегодняшними ценами на электричество, на топливо, это очень хорошая перспектива проекта. Может быть, полностью его концентратор не будет работать на солнечной энергии, но значительную часть потребляемой энергии он сэкономит, тем самым сделав свое производство более экономичным, тем самым он сможет понизить цены на свои услуги и быть конкурентоспособным на рынке по сушке древесины. Сегодня проект Евгения на стадии расчетов и подготовки к эксперименту. Якутия и солнца у нас маловато, но в принципе по статистике я посмотрел, у нас до 250 солнечных дней. В принципе, по большому счету это неплохо, чтобы какие-то моменты нам поймать солнцем и посушить древесину как можно дешевле. Сегодня в мастерской по дереву Неру Вуд Евгений трудится со своей командой и воплощает мечты в реальность, создавая мебель по индивидуальным заказам жителей города и района. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В минувшие выходные в Якутске на Комсомольской площади свою работу начала школьная ярмарка. На прилавках представлены канцелярские принадлежности, школьная форма, обувь и другие товары, необходимые для учебы. Ожидается, что работу будут вести более 100 торговых точек. В этом году в рамках ярмарки пройдет акция «Помоги пойти в школу», участие в которой могут принять как покупатели, так и продавцы. Совместно собранные школьные товары будут переданы малоимущим и многодетным семьям. Работа школьной ярмарки продлится до 5 сентября. Ассортимент у нас в полном объеме уже выставлен. Также у нас рюкзаки, пеналы, дневники, все имеется в большом ассортименте. А также у нас действует система скидок для многодетных, это 15% скидка. А в прошлом году у нас очень быстро мы распродали рюкзаки. Уже к концу школьного базара у нас уже для маленьких первоклассников уже было в минимальном количестве. Мы взяли на 30% больше товаров, плюсы к прошлому году, поэтому мы надеемся, в этом году у нас будет прям вот ровно. Международный день коренных народов мира отмечают сегодня. Этот праздник официально начали отмечать с 1994 года. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. Так, в нашей стране 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно проживают
проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них в сельской местности. И вот сегодня в рамках этого дня в Доме дружбы имени Кулаковского открылась выставка «Продажа народных мастериц республики». Она продлится 2 недели. Сегодня состоялось открытие выставки, межрегиональной выставки, которая называется «Мир Арктики». Эта выставка посвящена Дню коренных народов. Сегодня у нас участвуют 33 мастера из 14 районов Республики Саха-Якутия, а также других регионов Российской Федерации. И самые лучшие работы будут участвовать уже в международной выставке «Сокровища Севера», которая ежегодно проводится в городе Москве. Выставка творческих работ детей с аутизмом стартовала в Якутске. Там представлено 13 картин, нарисованных ребятами у озера Байкал. Организация пленэра с выездом в город Иркутск стала возможной благодаря гранту главы республики в рамках проекта «Мир в красках». Проектом было предусмотрено 3 выставки. Все представленные картины были нарисованы в ходе выездов по красивым локациям. Сегодня, помимо действующей выставки в Якутске, 20 картин, посвященных природе Якутии, выставляются и в городе Иркутске. Посмотреть представленные картины можно, посетив студию Artland по улице Петра Алексеева, 6, либо на инстаграм-странице «Особый ребенок». Данная поездка на Байкал – это для детей с аутизмом новая среда, так как дети, они, в общем, сами с нарушениями эмоционально-волевой сферы, они более погружены вовнутрь, да, в себе, и у них очень сложно с общением. Поэтому такие выезды, такая новая среда, такие знакомства с новыми людьми, для них это является таким серьезным толчком в развитии. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. До встречи в эфире.